Если начался конфликт, то доведите дело до конца. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто просит помощи у нашего правительства, но они, как всегда, молчат. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Десятки таджикских студентов, обучающихся в вузах соседнего Кыргызстана, обратились за помощью к властям Таджикистана с просьбой вернуть их на родину, пока ситуация, связанная с приграничным конфликтом с 14 по 17 сентября, не стабилизируется. Тем временем некоторые администрации вузов в Кыргызстане попросили своих таджикистанских студентов стараться не появляться лично на занятиях и продолжать обучение дистанционно. Власти в Таджикистане заявляют, что о проблемах таджикистанских студентов в Кыргызстане знают и принимают все необходимые усилия, чтобы вернуть их домой. Посольство Кыргызстана в Душанбе заверяет, что все пути из Кыргызстана в Таджикистан открыты, и при возвращении домой у граждан Таджикистана проблем не будет. Но если у них уже есть проблемы с учебой, то где гарантии? Один студент, который учится на врача в Ошском университете Кыргызстана, рассказал, что вот уже неделю, как он и другие его соотечественники продолжают учебу, не выходя из общежития. В администрации вуза ему и другим студентам из Таджикистана рекомендовали не покидать место жительства. Он говорит, что лекции пока проходят дистанционно, но нам бы хотелось, чтобы пограничный пункт Дастук открыли, и мы смогли вернуться в Таджикистан через территорию Узбекистана и продолжить учиться оттуда. Если даже не от властей, то от местных жителей мы чувствуем неприязнь в свой адрес, говорит он. Другие таджикские студенты покинули общежитие и перебрались на съемные квартиры, хотя и здесь, по их словам, они не чувствуют себя в безопасности. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Другой студент из Таджикистана считает, что в такой ситуации представители таджикских властей должны обеспечить им безопасное возвращение домой. Этот студент 5-го курса согласен закончить обучение в Таджикистане, потому что здесь не чувствует себя в безопасности. Тем временем власти в Таджикистане заявляют, что они находятся со студентами в контакте и пытаются им помочь. По словам представителя МИД Таджикистана, пожелавшего оставаться неназванным, сказал, что наше посольство находится на связи со студентами. Им предложили составить списки желающих вернуться в Таджикистан, сообщил дипломат. Тем временем в посольстве Кыргызстана в Душанбе заявляют, что никаких проблем с возвращением граждан Таджикистана быть не может, так как, по их словам, все пограничные пункты открыты и таджикистанские студенты могут свободно их пересекать, но студенты боятся это делать. За день до этого МИД Таджикистана в заявлении о продолжающейся в Кыргызстане политике преследования граждан Таджикистана и этнических таджиков заявил, что правоохранительным органам Кыргызстана планируется депортация более 500 студентов, граждан Республики Таджикистан, обучающихся в высших учебных заведениях Ошской области. О грубом отношении граждан Кыргызстана также сообщают и этнические таджики, проживающие в Кыргызстане. Другой собеседник, также пожелавший не публиковать его имя в целях безопасности, из города Бишкека рассказал, что таджикам сейчас плохо. Вчера местные власти депортировали в Таджикистан одного нашего соотечественника из Лахша, который жил и работал с семьей и детьми. Когда на улице тебя спрашивают, таджик ли ты, тут же на тебя сыпятся оскорбления. Даже были нападения на дома таджикистанцев. Собеседник, работающий вместе с отцом на частном предприятии в Кыргызстане, опасаются, что их семью могут депортировать из страны. В заявлении МИД Таджикистана 22 сентября также упоминается об отдельных случаях давления и преследования граждан Таджикистана и этнических таджиков в Кыргызстане. МИД утверждает, что некоторым предпринимателям, этническим таджикам в Кыргызстане было рекомендовано приостановить свой бизнес. Таджикская сторона расценивает политику преследования граждан Таджикистана и этнических таджиков как прямой результат царящей в Кыргызстане разнузданной информационной кампании по созданию в лице Таджикистана образа врага и требует от кыргызских властей незамедлительно принять меры по недопущению дискриминации в отношении этнических таджиков и граждан Таджикистана, находящихся на территории Таджикистана, сказано в заявлении. Тем временем, по словам представителя посольства Кыргызстана в Таджикистане, в их адрес также поступают жалобы от этнических кыргызов в Таджикистане. Сагинбек Качкарбаев, советник посла Кыргызстана в Душанбе, не приводя конкретных примеров, сообщил, что в жалобах говорится о том, что сотрудники правоохранительных органов Таджикистана доставляют кыргызов из разных регионов и длительные часы допрашивают их. Он говорит, один гражданин Кыргызстана въехал в Таджикистан на рейсе Дубай-Душанбе, однако уже сутки как его держат в аэропорту. Этот гражданин Кыргызстана имеет разрешение на работу в Таджикистане. Более того, Таджикистан запретил въезд граждан Кыргызстана на свою территорию. Однако, по словам некоторых этнических кыргызов,
кыргызов, проживающих в Таджикистане, жаловаться на то, что отношение к ним изменилось в худшую сторону, они не могут. Тамана Махмадиева, жительница Лахша, в беседе сообщила, что их дом находится недалеко от границы, и даже после пережитого конфликта они продолжают жить как раньше. «Как жили, так и продолжаем жить», — говорит Тамана. «Никто мне не сказал дурного слова, родные тоже не жаловались». А как вы относитесь ко всей этой ситуации и нарастающей неприязни друг к другу местных жителей? Как вы думаете, это можно решить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.